Вы прогуливаетесь по городу, и тут неожиданно вас останавливает патруль ППС и просит предъявить документы. Как вести себя в данной ситуации, чтобы избежать всяческих проблем? В рубрике «Полиция сообщает» расскажет представитель МВД Вера Железцова. При обращении к людям на улице сотрудник полиции обязан назвать свою должность, звание и фамилию. По требованию граждан предъявить им свое служебное удостоверение и только после этих процедур сообщить цель обращения. Если к человеку применяются меры, ограничивающие его свободу, страж порядка должен разъяснить основания для таких действий, а кроме того зачитать возникающие в таких случаях права и обязанности. Проверять документы сотрудник МВД имеет право только если у него есть веские основания подозревать гражданина в совершении преступления или административного правонарушения, или имеются данные, что он находится в розыске. Когда человек отказывается показывать документы или у него при себе их нет, страж порядка может доставить его в полицию для установления личности. Если сотрудник полиции требует у вас документы, вы обязаны выполнить его законные требования. В противном случае это будет неповиновение. А это грозит штрафом до 1000 рублей и административный арест до 15 суток. В то же время при применении насилия в отношении сотрудника полиции наступает уголовная ответственность по статье 318 Уголовного кодекса, предусматривающая лишение свободы сроком до 5 лет. При причинении легкого вреда здоровью сотрудника полиции до 10 лет лишения свободы. Сотрудник полиции решил, что имеются основания для вашего задержания? Не сопротивляйтесь. Спокойно проследуйте до служебной машины или отделения. Идите добровольно. Дотрагиваться до вас полицейский не имеет права. Если он переусердствовал, позже на него можно будет пожаловаться вышестоящему руководству или в прокуратуру. Если вы считаете, что ваши права нарушены, вам следует об этом сказать сотруднику полиции. Если все же сотрудник полиции настаивает на выполнении его требований, вам следует подчиниться. Свои претензии вы можете изложить в протоколе или подать письменное заявление в дежурную часть органов внутренних дел. Впрочем, есть ситуации, когда выполнять требования силовиков человек не обязан. Например, приглашают стать понятым. Помните, это добровольный процесс. Полицейский просит вас помочь ему скрутить преступника, при этом подвергая вашу жизнь и здоровье опасности, можете смело отказаться. Надо помнить, полицейские не только следят за порядком и проверяют документы. Они обязаны своевременно реагировать на заявления граждан. Если с вами что-то случилось или вы стали свидетелем преступления, можно обратиться к любому стражу порядка. Сведения о происшествиях правоохранители обязаны принимать независимо от того, где они находятся. Информация о заявителе обязательно фиксируется. Никаких анонимок быть не может. Полученные сведения сотрудники МВД обязаны передать по рации или по телефону в дежурную часть для регистрации.